Всем привет из солнечного Крыма. Феодосия на связи. 4 мая. Плюс 19. Ветрено, паршиво. Очень ветрено. В общем, вечерний выезд на набережную Феодосию. О, Орджоникидзе, Феодосия, частично Коктебель, Орджоникидзе. Едем пить кофе на набережную. Капец, ветруган холоднючий такой. Капец. Да. Ветруган такой, блин. Паршивый. Вчера так тихо было, спокойно вообще. Ветра нету. Кайф. Тепло было так, 28 вчера почти было. А сегодня, блин, холодина и ветер. Ну, как холодина? Не прямо осень, зима, но, блин, для весны это прохладненько. Тем более для мая месяца. Завтра будет праздник Пасха. Вот. В общем, для мая месяца все равно, блин. Ну, погода, да, нестабильная. То жарко, то опять холодно. То плюс 27, то плюс 20. На 7 градусов аж. Раз. И так частенько. Вот. Частенько так. Но мы едем своим маршрутом в Феодосию через Эллинги вверх в горы. Музон навалим. Капец, ветер. Замахал ветер. На лошадках катаются. Да, ветер, блин, паршивый. Ну как, я ж не то что замерз, но так ветер, да. Холодный ветер. Холодный ветер, да. Погнали. Крутим. Вау, камень. Камень слева.
холодно. Капец. Это ж надо было так плюс 20, но из-за ветра плюс 15. Прохладненько, да. Ну, ничего не поделаешь. Такая вот погода. А нам надо ехать на кофеечек. Нас ждет. А я недавно со спортзала приехал. Там все дела делал, жим, турник, Боруссия. И вот под вечер прокатимся. Капец как. А шапку, блин, одевать. Ну не, сейчас нет еще там вверху, я думаю. Здесь можно и без шапки. Пока что. Капец. Ветрукан холоднючий. 4 мая, блин. Вот такая погода перед Пасхой. Ух! Завтра, да? Плюс 27. Мошки, падла. Мошки. Так. После моря покажется еще холоднее. Капец, дубак. Чайки летают. Стоят люди. Капец. Да, погодка такая себе. Возле моря дубак такой. Они приехали половить рыбку. Половите вы сейчас рыбку. Такой шторм нафиг, блин. Смоет вас. Вечером в палаточке смоет вас. Вечером в палаточке. Так, кто-то запускает змея. Змея Горыныча. Эй, Змей Горыныч. Эй, Змей Горыныч. Ну погнали на подъем. Погнали. Погнали.
в объезд надо ехать, потом там сворачивать правее. Капец, ветер холоднючий. Ну хоть дождей нету, и то хорошо. Да. Капец! Боковой ветер! Так, ладно, ветер ветром, а нам ехать надо. Нам ветер, в принципе, не помеха. Просто что он дует и как-то противно. А так ветер — это фигня вообще. Это ж не 30 метров в секунду. А тут мы едем нормально, скорость нормально, все, чики-пики. Нормальный ветер вполне для меня. Перед подъемом. Ну чё, погнали дальше. Мадрид. Очки мои приехали, которые я заказывал от фирмы Julba Photochronic уже в Симферополе. Сегодня вечером или завтра будут уже в Феодосии. Поеду забирать, посмотрим, что за очки там. А те, что я потерял, та модель, их еще нету в магазинах. Может, попозже придут в мае там. Посмотрим. Капец. Дует такой паршивый.
Ветер. My dreams. My dreams. Так, погнали. Тащим. Включил какую-то там звезду, не самую маленькую, не 11-ю, а какая там идет 15 или 14. Можно ехать смело. О! Вот такая красота. Оп. В канаву попал, блин, справа. Красота. А тут везде красота. Слева, справа, сзади, сбоку, сверху даже. Не, ну сверху облака белокрылые лошадки. Да, кайф. Прокатиться так по горной местности. Тут по асфальту все время ездить, это такое себе. Ну, кто на шоссейнике или на обычном велосипеде, да. Может быть и в кайф, а мне не в кайф. У меня ж электро, да еще и горный, да. Можно по горам ездить вообще бесконечно. Правда, быстрее все изнашивается. Ну там втулка задняя, цепь, кассета, все это. Ну, зато кайф. Ты получаешь кайф, да. Что ты можешь по горам ездить бесшумно, с педалями, без топлива, на электричестве. Такое раньше могли только мечтать. Даже взять лет, сейчас скажу сколько. Ну, лет 15 назад, да, мы могли мечтать только чтобы были такие велосипеды. А потом пошло-поехало, и на рынок начали поставлять такие вот велосипеды электрические. Да. Я вообще, когда первый раз купил, я просто был в таком восторге, такой кайф был.
Ну вот если сравнивать обычный велосипед и этот велосипед, просто вообще такой кайф, вообще я был в таком восторге. Особенно как он скорость набирает, как он на вот подъемы заезжает. На обычном велосипеде ты там пыхтишь, кряхтишь там, а на этом он аж взлетает. Скорость так набирает, ну, в 2 раза. Скорость в 2, в 3. Вот. Так что, ну, для кого-то, да, типа это фигня, там, читерство, там, все дела, там, нафиг оно надо. Ну, кому-то, может, и не надо. Ездите на обычных велосипедах, получаете там нагрузку, там, типа, скинуть лишний вес, там, да, типа, своими ногами кручу. Да, ради бога, хоть своими, хоть чужими, тебя ж никто не заставляет. Езди. Но если у тебя есть деньги, то я как бы не думаю, что кто-то откажется от такого удовольствия. А мне кажется, это так рассуждают те, у кого нет денег. Те, кто не могут себе позволить такой велосипед купить и обслуживать, менять там все это. Вот. Так что, а у кого есть деньги, те уже давно на таких велосипедах ездят. Ну, кто именно, кому именно нравится велосипед, а не мотоцикл. Ну, например, вот у тебя есть... Так, что такое? А, вот, да, все, сейчас. Это у тебя есть машина и мотоцикл. Или у тебя есть машина и велосипед, там, квадроцикл, там, такой, ну. Не, ну, по горам кататься. Тут тоже кому как. Кому нравится на мотоцикле, кому нравится на велосипеде, кому на квадроцикле. То есть у каждого свои вкусы, интересы, там всякое разное. Кому как что нравится. Мне, допустим, мотоцикл не нравится тем, что он это, ну, торчит, и то, что он тяжелый, и то, что его надо заправлять. Но есть, кстати, сейчас же эти электромотоциклы, но они тоже тяжелые. Они примерно стоят так же, как и электровелосипеды, но они тяжелые. Они весят там, не помню под сколько, под килограмм 80-100. Вот. Электро, да, прикольные, как бы, но не знаю, все равно мне вот нравится больше электровелосипед из-за того, что он вес легкий. Ну, если брать вот по сравнению с электромотоциклом, вес выигрывает в 2 раза или даже в 3 раза. Вес.
Ну и в принципе все, да, весом только. Заряд батареи там плюс-минус одинаковый. Вот. Плюс-минус одинаковый, да. О! А так что они? В принципе, они похожи, только весом отличаются. Ну и там скорость больше, там уже права надо, кстати. Потому что там скорость и там движок мощнее, чем 250. Вот. Так что вот такие два, как бы. Но все равно все-таки электровелосипед, мне кажется, все равно лучше. То есть тебе не надо гараж где-то его ставить, ты можешь его в квартиру поднять и поставить в коридоре. Если у тебя дом, ну в доме, то понятно, да. Но тут как бы да, кому что нравится. Кому что нравится. Электро, не электро, мотоцикл, не мотоцикл. Заправлять, не заправлять, все вот это дело. Но дело в том, что здесь на электровелосипеде ты все равно получаешь нагрузку. Ты крутишь педали, у тебя все равно хоть какая-то есть нагрузка. А на электромотоцикле ты что, сел и газуешь. Так что я за электровелосипед. Даже не думаю покупать себе электромотоцикл или мотоцикл там. Вот. Ну а мы тем не менее поднялись в горы и вот уже едем по верху. По верху едем. Капец, тут каменюки. Одной рукой по камням этим сигаем. Красотища, да? Виды такие со староримской дороги. Так, что там у нас переключается? Скорость куда-то непонятно. Да, блин, прохладненько так. Черт побери. Сегодня прохладненько так, я скажу вам. Фу. Так, ну что, будем фотографироваться, не? Холодно стоять долго. Но станем сейчас на пару минут. Капец. О, красивенько сегодня. Красивенько.
Ладно, погнали в Феодосию. Что-то стоять так холодно здесь. О, задувает. Хотя я делал это ветровку такую нормальную. Капец, задувает. О-о-о-о. Это просто жесть. Какой холоднючий ветер. Просто жесть. Это просто жесть. Так, ну что, спускаемся дальше держим путь в сторону Феодосии. В общем, так скажем. Хоть и солнышко светит, но, блин, ветруганище такой, просто жесть. Я аж подзамерз. Хоть и на подъемах там был. Хоть и на подъемах был, а подзамерз так. Да, погодка сегодня такая себе. Солнечная, но очень ветреная, очень. Вон уже Феодосия виднеется. Да. Че шапку одеть, блин. Я думаю, блин, жарко точно не будет. По-любому. Оденем сейчас шапочку. Ты шо, ну его в баню. Ветруган такой. О-о-о. Реально похолодало так. Жесть. Назад надо будет еще одну одеть. Кофтеечку. Не, пешком то как бы нормально. А когда вот едешь скоро, все это, ты шо, блин, холодно. Холодно. О, конечно, в шапочке будет потеплей. Капец, блин, месяц, а мы, блин, шапки еще одеваем. Ну вчера, да, вчера целый день без шапки, потому что было плюс 27, а сегодня плюс 19. И ветер. Вот если ветер, то это холодина капец. Если ветра нет, то все чики-пики. То чики-пики все. Так что вот такие делишки. О. Сейчас станем там на спуске сфотографируемся. Опа.
Май месяц, блин, а так холодно. Я же говорю, вчера только был плюс 27, почти плюс 20, плюс 28 было. Ходили в шортах, в футболках. Тепло так было, ветра не было, такой кайф был. Сегодня бабах стрельнула, блин, погода такая. Ну что ты сделаешь, погода такая, да, она непредсказуемая. А потом, как жара ударит, потом наоборот будем говорить, жара это когда похолодает. Ага. Не, самая комфортная температура это до плюс 20, до плюс 30 еще, более-менее там. Потом все, это уже все жесть. Красота. Потом просто начинается жесть. Так, погнали. Да, потом после плюс 30, когда уже плюс 31, плюс 32, плюс, ну и, короче, больше плюс 30, это все уже просто жарища такая стоит, температура не совсем комфортная. А если еще ветра нету, то вообще жесть. Как говорится, у каждой поры есть свои плюсы и свои минусы. Но мне кажется, больше всего минусов это, наверное, так, надо подумать. Осенью, ну, осенью красиво все, но холодно уже. Ну как, не так, что прям, ну, прохладненько. Ну, непонятно. Зимой тоже красиво, тоже там снег, там все это. То есть, непонятно. Но больше всего плюсов все-таки, наверное, весной и летом. А минусов больше всего осенью и зимой. Хоть и красиво, типа там осенью там листья, все это, зимой снег, там все, да, это такое. Но холодно, то что и ветра. О, ну, да, и ветра просто адские, адские ветра. My dreams. Ace. My dream is. My dream is. My name is. Вчера ездил в Новый Свет. Камень положил кто-то, блин. 63 километра вчера. Новый Свет, Судак, Коктебель, Орджоникидзе. Камни. Вроде не было их в этих местах. Вчера кайфовая такая погода была, я решил жахнуть в Новый Свет. Да, вчера действительно была погодка, просто кайф.
собака нормальная. Не гавкает, ничего. Просто посмотрела и все. И гавкают. И причем домашние, ну домашние, да. Понятно, они охраняют дом свой, территорию, они должны гавкать. Это вот дворняги, которые бегают. Дурные, они гавкают, да. Мошки какие-то, падла. Летают. Собака злая. Здесь. Солнце светит. Нифига не видно. Спустились уже в Феодосию и направляемся в сторону набережной. Выезжай, пропустим тебя.
Феодосия, Феодосия. Уступи дорогу. Да, ветрено сегодня. И здесь тоже. Будем торопиться. Здесь смотри, как ветер дует. Вот, тяжело парню видно ехать. Прям так напрягается, видно сопротивление ветра. Ну да, есть такое, что. Сразу видно, что она в обычном велосипеде тяжко так. Какой там шторм, нифига себе. Офигеть, сейчас доедем, покажу, какой там шторм. Ну и холодно, да. Холодно. Да, и ветер такой, капец, штормит так. Ух! Да. Там возле моря, конечно, дубак. Алкоголичка. Личика, алкоголичка. Ну не такой уж и сильный шторм. Есть шторм, но не прям чтобы сильный, такой средний.
скорости. Да. Штормит, блин. Так, где мой кофеек? Где мой? Вот здесь он.